закупочная, а ты говоришь, да. В каком-то процентном отношении из-за доллара социальные связи и напрямую. Но не с этой ситуацией. Нет, абсолютно нет. Кому карантин, а кому способ заработать. Пандемия коронавируса спровоцировала панику в обществе и волну покупателей. Мониторинг торговых точек провели в Назране. Он будет заниматься и решать примерно те же задачи в интересах нашей республики, в интересах вообще Российской Федерации. Ингушетия выбрала своего представителя в Общественной палате России. Кто им стал? Подведем итоги выборов. Пройти перепись можно будет самостоятельно, используя интернет-ресурс госуслуг. Узнаем, сколько нас. Подготовку к проведению переписи населения начал Росстат. Сотрудники службы приступили к актуализации адресного фонда. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. С возвращением! Сегодня жители Крыма отмечают 6-ю годовщину исторического воссоединения с Россией. В этом бою наши земляки и родственники получили высокие награды. Тимурко Банхаев был награжден Аннинским оружием. Бесценные семейные реликвии из прошлого. Личные вещи участника Кушкинской битвы Тимурко Банхаева переданы в дар Музею краеведения. На телеканале «Ингушетия» время вечерних новостей. Здравствуйте. Из-за пандемии Россия ограничивает въезд иностранцев, в том числе прибывающих из Белоруссии. Такие же меры приняты в отношении Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Не попадают под запрет представители дипмиссий и консульских учреждений, сотрудники международных организаций и члены их семей. Исключение также для водителей машин международного сообщения, экипажей поездов, воздушных, морских и речных судов. МИД временно не будет оформлять иностранцам электронные визы. Ограничения сохранятся до 1 мая. Президент Владимир Путин в связи с объявленным во многих регионах карантином призвал работодателей по возможности ввести специальный график для сотрудников, у которых есть маленькие дети. Руководитель управления Роспотребнадзора по Ингушетии Борис Камурзоев прокомментировал ситуацию в республике в связи с эпидемией коронавируса, которая охватила весь мир. По его словам, в Ингушетии под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 14 человек, из которых 2 уже отпущены домой. Случаев заражения не зафиксировано. В регионе приняты все необходимые меры предосторожности, проводятся профилактические мероприятия. Борис Камурзоев призвал жителей республики не паниковать, соблюдать меры гигиены и воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. Субъектов Российской Федерации, где имеются международные пропуски в аэропортах, имеет статус международного аэропорта, имеются санитарно-карантинные пункты пропуска. Оттуда, когда переходят пассажиры, граждане Российской Федерации, если среди них жители республики, нам это срочно в тот же день сообщается, и мы принимаем конкретные меры по отслеживанию наших жителей. Таким путем сегодня у нас находится на самоизоляции 14 человек. 2 мы уже сняли, так как мы их изолируем постановлением главного санитарного врача республики на 14 дней. Это считается инкубационным периодом. После 14 дней вначале мы берем анализы, у нас для этого есть возможности в ФБУС-центре гигиены и эпидемиологии, у нас есть тест-системы в достаточном количестве, и мы берем первый день анализ и на 10-й день. Если оба анализа отрицательные, человек выписывается. Конечно, доктора ведут наблюдение свое по Министерству здравоохранения. У нас со всеми ведомствами, заинтересованными в республике, есть межведомственный план, который мы обновляем по мере надобности. Также существует оперативный штаб, который возглавляет сам глава республики. Все под контролем нами во все учреждения и образования, и здравоохранения, и транспорта, и инфраструктуры отправлены письма, рекомендации, предостережения, что принять меры личной гигиены, чтобы дезинфекцию по несколько раз в день
проводить у нас. И в местах скопления людей это ЖД вокзал, аэропорт, автовокзал, где регулярно наши сотрудники проверяют, как это все исполняется. Если вдруг у нас будет больной, не дай Всевышний этому, у нас есть приняты все меры, у нас есть обсерваторы, у нас есть койки инфекционные, которые развернуты. Можем дополнительно еще развернуть койки. Помимо этого, для всех контактных у нас уже определены места для обсервации. Это тоже изоляция на 2 недели. Но это уже не в домашних условиях, под наблюдением круглосуточным докторов. Поэтому есть все для того, чтобы люди не паниковали. Эти 2-3 дня такой ажиотаж пошел на рынках республики. У нас нет ситуации сегодня, чтобы люди сеяли панику, чтобы люди закупали продукты там на 5-6 месяцев, на 2-3 месяца вперед. Проблема серьезная. У нас, я же говорю, в республике нету случаев заболеваний коронавирусом. Я официально это заявляю, нету. Ну а ситуацию, связанную с лекарственным обеспечением, прокомментировала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Зарема Альянова. По ее словам, поводов для паники нет. Ситуация находится на контроле у Министерства здравоохранения и администрации главы. Ежедневно проводится мониторинг заболевших ОРВИ, гриппом и пневмониями. Ежедневно эта информация передается в федеральный центр. Все граждане нашей республики, все жители республики, которые прибывают в республику из различных регионов, на сегодняшний день это уже 14 человек, они берутся на контроль, с ними проводятся беседы, у них берутся анализы, эти люди находятся под наблюдением. Средства для того, чтобы предотвратить эту инфекцию, для того, чтобы ее предупредить, имеются. Определены больницы, которые будут работать в случае возникновения заражения, определены обсерваторы. Больницы и обсерваторы заполняются дезинфицирующими средствами, средствами защиты и также лекарственными препаратами. Все находится на очень серьезном контроле правительства. Конечно же, люди утверждают, что вот нет масок в аптеках. Да, действительно, ситуация с масками, она не только в республике Ингушетия такая сложилась, но и в стране. Фармрынок не был готов к такому заболеванию, поэтому Минпромторг России, он работает сейчас 24/7, и уже в очень скором времени, буквально в течение 2-3 дней, эти маски появятся везде, и этот дефицит масок будет восполнен. Кроме того, я бы хотела сказать, что маску носить нужно только больному человеку, только человеку, который болеет вирусной инфекцией. Для чего носить маску? Для того, чтобы обезопасить окружающих от воздушно-капельного заражения. Резкий скачок цен на продовольственные товары или коронавирусный ажиотаж. На торговых точках региона наблюдается беспрецедентный спрос на продукты питания и средства гигиены. Пандемия коронавируса спровоцировала и панику в обществе. Жители скупают все, а торговцы наживаются на этом. Мониторинг цен по оптовым рынкам Назрани провели сотрудники городской администрации совместно с депутатами муниципального округа и общественниками. Итоги проверки в следующем сюжете. Скачок курса рубля и вспышка нового вида пневмонии стали причиной массовой скупки продовольствия по республике. Видеоролики с ажиотажем на рынках распространялись по всем страницам социальных сетей в Ингушетии. Сравнивали закупочную лихорадку жителей с Черной пятницей. Даже перед самым громким праздником Архаш торговля была спокойней. Многих граждан подобный настрой людей пугает. Все начали задумываться о ценах. Практика показывает, что неожиданный рост спроса может вызвать резкий подъем цен на товары широкого потребления. Абсолютно беспокоиться здесь, причинять олха. Машина едет. От первой пашни шекер окачат 50 килограммов, краснодарский шекер 1400. В каком-то процентном отношении из-за доллара социальные связи напрямую. Но не с этой ситуацией. Нет, абсолютно нет.
Но, как мы выяснили, ажиотажный спрос не повлиял на стоимость товаров. Скачок цен затронул лишь импортные продукты питания. Например, чай вырос в цене на 10%. Глава администрации прошелся по каждой точке торговых площадок. О необоснованном росте цен пока ни слова. Но вот и ценники у некоторых продавцов не обозначены на продуктах. Главное, во всех магазинах везде должны быть цены. И перепроверять, вам всем перепроверять, завышаются ли, не завышаются, продают ли по этим ценам или нет. Это должно распространиться на все магазины, на все оптовые точки. Везде это должно. Предупрежден, значит защищен. Мероприятие нацелено на профилактическую беседу с предпринимателями. Каждому подробно объяснили, что и как надо делать. И дали предупреждение, что при следующем визите нарушителей прав потребителей будут наказывать соответствующим способом. Магазинов и оптовых точек, то здесь такого существенного повышения цен нет. А то, что касается рынков, вот там, да, вот частные предприниматели, они и на 50%, и на 70%, ну, тоже локально так, не все, а локально так, в некоторых точках. Но мы будем выявлять эти факты, и в случае выявления вплоть до закрытия магазинов и отъема лицензий. Сегодня наплыв покупателей в магазинах и на местных рынках заметно сократился. И в ближайшее время такая ситуация сохранит стабильность в течение нескольких недель. Пока люди, готовившиеся к апокалипсису, не истратят полностью свои запасы, поинтересоваться о росте цен в принципе не у кого. Правда, есть и те, кого массовый ажиотаж не коснулся. Нет. Все, маслах оптовый, в розничном магазине, рынок, цена Вообще чувствуете? Нет, не почувствовала я нигде. Предприниматели торговых точек уверяют жителей, что проблемы с запасом продовольствия в торговых сетях нет. Также нет проблем с его завозом. Все объемы продуктов питания сегодня уже были восстановлены на опустевших прилавках. Макароны, рис, гречка, манка, пшенка, ясное солнышко. Все необходимо. Молоко, сахар, например, яйцо. Вот все это есть у нас в наличии. Цены прежние, абсолютно никаких проблем. Глава администрации города Назрань заверил, что проводить подобный мониторинг будут ежедневно, пока ситуация не урегулируется. Жители должны понимать, что карантин, под который попали все регионы России, связан не с выходом пандемии из-под контроля, а для предотвращения дальнейшего распространения вируса. У нас на сайте есть все телефоны мэрии. Любой житель города может обратиться по любому поводу необоснованного повышения цен. Здесь мы будем немедленно реагировать, подключать и ФАС, и любые другие организации, чтобы этих фактов не было. Поэтому я бы призвал население тоже не волноваться насчет продуктов, не устраивать ажиотаж. Ситуация под контролем. Коронавируса у нас в республике ни одного факта обнаружения нету. Это искусственно такая нагнетаемая ситуация вот с этими продуктами. Хотелось бы призвать население города к спокойствию, что у нас никаких проблем ни с продуктами, ни с другой ситуацией. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Джамиль Тамасханов, Новости 24. А вы одобряете изменения Конституции Российской Федерации? Ответить на этот вопрос жители смогут 22 апреля. Президент России подписал указ о проведении всероссийского голосования по изменениям Конституции. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Однако сроки могут быть перенесены на более позднее время. За какие изменения мы будем голосовать и что еще отметил глава государства в ходе разговора с главой ЦИК? Подробности в репортаже Селимхана Калоева. Единственный источник власти в России – народ. И этот принцип, который лежит в основе Конституции, будет подтвержден на практике, когда состоится общероссийское голосование. Вопрос, на который предстоит ответить каждому из нас – вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Владимир Путин своим указом назначил дату общероссийского голосования – 22 апреля. Но есть важное уточнение. Оно прозвучало на встрече президента с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Нет ничего более важного, чем здоровье граждан. Проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки,
как будет, в зависимости от ситуации, то в зависимости от ситуации мы предложим именно те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам. Здоровье и безопасность, прежде всего. Мы с вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее от политических мероприятий подобного рода, от выборов в этих странах не отказываются. Подписывать сегодня указ без конкретной даты более-менее бессмысленное дело. Закон нас не лимитирует, не ограничивает. Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование. Накануне Конституционный суд России признал, что закон о поправке к Конституции по содержанию и по процедуре принятия соответствует основному закону. На охотный ряд всего в начале поступили почти 400 поправок. После детального обсуждения было решено, что в президентский закон войдут 200 из них. Прежде всего, граждане получат новые социальные гарантии, которые были невозможны в 1993 году. В обновленном основном законе будут записаны минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и индексация пенсии. Сначала была расплывчатая формулировка «регулярная», но ко второму чтению президент ее уточнил не реже одного раза в год. Это достижение последних десятилетий. Будут и новые меры по так называемой национализации элит. Кандидатам на высшие посты запретят иметь двойное гражданство или вид на жительство. Ко второму чтению добавили еще одно ограничение на счета в зарубежных банках. Вообще о суверенитете целый блок поправок. Вводится прямой запрет на отчуждение территории. А Конституционный суд получит право отменять решения международных инстанций, противоречащих российским законам. Эти поправки, давно назрели, они нужны и убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Поправки были подготовлены по большей части специальной рабочей группы, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Значительную часть из них внес в Госдуму президент. Что касается расширения полномочий Госдумы, тем более нового предложения досрочного переизбрания депутатов, президент прямо не исключал такого сценария и все же посчитал решение преждевременным. Поправка была отозвана. А вот что касается возможных изменений в институт президентства. В том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима. И сегодняшняя ситуация в экономике, я уже только что об этом сказал, не только в экономике, в сфере безопасности, лишний раз нам об этом с вами напоминает. Прежде всего, это необходимо для стабильности. Парламентская республика, по мнению президента, для нашей страны пока неприемлема. Нет многовековой партийной культуры, и потенциальные противоречия парламентариев могут быть разрушительны для страны. Политическая, экономическая, социальная сфера обретает внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на 2, даже не на 10. Я надеюсь на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. Без комментариев президента в ходе второго чтения в парламенте оставалась одна поправка. Предложение Валентины Терешковой дать действующему президенту возможность переизбраться с учетом важности сохранения стабильности и безопасности страны в текущий момент. По сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. Против других президентских поправок о браке как союзе мужчины и женщины не возражал никто. Упомянуты в основном законе и дети. Они признаются приоритетом Российской Федерации. Отдельно от тех, кто остался без попечения, государство обязуется взять на себя обязанности родителей. Там уже предусмотрено, все расписано, не могу ничего не добавить, не убавить. А какие самые такие социальные поправки вам, как гражданину, пришлись по душе? Да все прекрасно пришли, все подряд. Все, что там написано, все по душе.
мог же бачишь, биве, кое бывает. Кики бежит по батке бежит. Танки поддержку кирцна. Выходок на опусту поток. Основу поправок составляют президентские предложения от укрепления российского суверенитета до включения в Конституцию социальных гарантий. Важным аспектом является положение об обеспечении адресной социальной помощи, так как благодаря этой мере общество будет видеть положительную динамику улучшения уровня жизни не по объему выделенных средств, а по тому, насколько улучшено благосостояние конкретного человека или семьи. Также поправки в Конституцию прокомментировал и исполняющий обязанности первого заместителя председателя Михаил Илезов. Минимальный размер оплаты труда за 15 лет увеличился в 12 раз. При этом, согласно новым поправкам в Конституцию, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Также закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. Не секрет, что пенсионеры – это одни из наиболее ущемленных слоев населения, и вопрос индексации пенсий находится не на приоритетном уровне законодательства. Таким образом, проведение индексации не носит первостепенный характер для государственных органов. Но появление в основном законе нормы, требующей ежегодной индексации пенсий, не оставит альтернативы для соответствующих структур по этому вопросу. Все это безусловная гарантия основного закона на закрепление достойных выплат для граждан для увеличения их благосостояния. Сейчас решающий ход за гражданами страны. Поправки в Конституцию внесут, если их одобрят более 50% участников голосования 22 апреля. Зелимхан Калоев, Хади Калоева, Аслан Хамхоев, Диана Дударова. Новости 24. Ингушетия выбрала своего представителя в Общественной палате России. Выборы состоялись сегодня на заседании региональной палаты. В бюллетени для голосования внесли фамилии 2 кандидатов. Кто они и кому предстоит представлять наш регион на федеральном уровне, расскажет Жаридат Халухоева. Новые люди и измененный формат выполнения работ с передачей традиций, опыта и наработок, приобретенных за многие годы. Такой должна быть Палата России, которая затрагивает самые важные вопросы в жизнедеятельности общества. С этой целью сегодня собрались и региональные общественники. Им предстоит выбрать нового члена в Общественную палату России от Ингушетии. С 8 февраля идет процесс формирования Общественной палаты Российской Федерации. Это идет по субъектам. Она в основном, эта палата состоит из, Общественная палата России, я имею в виду, состоит из представителей регионов. Вот сегодня мы избираем нашего представителя. Он будет заниматься, решать примерно те же задачи в интересах нашей республики, в интересах вообще Российской Федерации. Общественная палата России состоит из 168 членов, 85 из которых представители субъектов страны. От нашей республики 2 созыва подряд. В ее составе была Лейла Амирханова, общественник с 20-летним стажем работы. Будучи региональным представителем, она провела большой фронт работ по выстроению эффективного диалога с гражданским обществом. Кроме этого, на ее счету организация нескольких мероприятий федерального уровня. Одно из них – проведение круглого стола по поиску без вести пропавших. Надо быть толерантным, надо находить общий язык с людьми. Надо, конечно, раз ты стал общественником, надо идти в народ. Я, конечно, хочу пожелать новому члену быть активным. Своим указом 24 февраля президент Владимир Путин уже определил 40 россиян, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в новый состав органа. Теперь на региональном уровне стоит важная миссия – выбрать своего кандидата для дальнейшей эффективной работы палаты. На эту роль ингушские общественники вынесли на рассмотрение 2 претендентов – это Лидия Евкурова и Магомед Батыров. Выбирать предстоит здесь же. Общественники подготовили избирательные бюллетени и урну. Голосование проходит тайно и соблюдением всех норм и правил. Уже в отдельной комнате, посчитав голоса, счетная комиссия подводит итог. Большинством за новым региональным членом Общественной палаты России становится Магомед Батыров. Голоса распределились следующим образом. Из 27 бюллетеней 24 голоса. Батыров Магомед Бамадгиреевич, 3 голоса. Евкурова Лида Мурзабековна. Бывший казачий атаман, общественник и руководитель регионального отделения Общества развития исторического просвещения «Двуглавый орел», который объединяет сторонников реабилитации русской монархии. Магомед Батыров не понаслышке знаком с общественной и политической деятельностью, а значит, имеет представление о проблемах и чаяниях простых людей. Это коллективная работа, коллективный орган. Так что я, будучи в Москве, хотелось бы узнать, ознакомиться, какие вопросы там поднимаются. Ну, а дальше эта работа сама подскажет, как мне работать дальше.
Активная реализация инструментов общественного контроля, развитие экспертной оценки с так называемого нулевого чтения законопроектов. Функционал обновленной палаты предстоит большой. Как считают собравшиеся, они выбрали человека, который не побоится жертвовать своим временем, своей энергией и компетенциями для развития обозначенных целей. Общественная палата России и наша общественная палата сейчас у нас очень хороших связях с ними находимся. Нас уважают, нас ценят, с нами считаются, как с никакими другими субъектами, между прочим. Это благодаря Лиге. У нас эти отношения еще должны развиваться и укрепляться. Будет очень приятно видеть взаимодействие хотя бы раз в квартал, чтобы представители Федеральной палаты приезжали сюда с нашими представителями, и хотя бы желательно, чтобы наши представители, во всяком случае, хотя бы в лице председателя комиссии, а у нас 6 комиссий в региональной палате, выезжали в Москву, участвовали в разного рода мероприятиях, проводимых под эгидой Общественной палаты России. Тем более, на мой взгляд, необходимо повысить взаимодействие с Общероссийским народным фронтом. Это тоже очень важное, значимое направление. Я надеюсь, и все члены нашей палаты надеются, что он с достоинством будет проводить все мероприятия, которые положены в этой палате, в Российской палате. Он достойно будет представлять нашу республику. Контроль над работой органов опеки, бесплатная юридическая помощь, поиск компромисса и возможность диалога, общественная экспертиза и много того, что зачастую спрятано в сухой термин «диалог с гражданским обществом». Как будущий участник этого диалога, новый член Общественной палаты России нацелен меньше дискутировать, но больше работать. Первое пленарное заседание 7-го состава Общественной палаты, с которого будет вестись отчет трехлетнего срока его полномочий, будет проведено не позднее 1 июля. Жарадат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24. 500 057 человек. Такова предварительная численность населения Ингушетии. Точные данные будут известны по итогам переписи населения. Она будет проходить с 1 по 31 октября текущего года. Подготовку к проведению переписи начал Росстат. Сотрудники службы приступили к актуализации адресного фонда. Необходимо обновить информацию на жилфонде и детализировать карты населенных пунктов. Дана Плиева с подробностями. До события всероссийского масштаба осталось чуть меньше года, но Росстат ведет активные работы, чтобы предстоящая перепись 2020-го была полной. Она же будет отличаться от предыдущей рядом моментов. Во-первых, изменится период проведения. Если раньше она проходила 2 недели, то сейчас перепись будет длиться ровно месяц. Второй отличительной особенностью и наиболее важной, значимой, это является то, что это первая перепись, так называемая интернет-перепись Российской Федерации. То есть пройти перепись можно будет самостоятельно, используя интернет-ресурс госуслуг. То есть, зарегистрировавшись на портале госуслуг, любой гражданин Российской Федерации, где бы он ни находился, может самостоятельно пройти перепись и указать данные, заполнить переписные листы на себя и на своих домочадцев. Перепись в стране проходит каждые 10 лет. Как и прежде, у граждан будет возможность ответить на 30 вопросов в анкете, касающиеся не только образования, занятости, уровня дохода, но и условий проживания. Уже утверждены формы бланков. Отдельно будут переписываться жители региона, иностранцы и лица без определенного места жительства. Стоит отметить, что гражданин может отказаться от участия в переписи, но информация, полученная благодаря ей, позволит государству прогнозировать условия развития всей страны в целом на будущее десятилетия. Вся информация, которую мы получаем, она обезличивается при обработке. То есть невозможно персонально какой-то адрес взять и к человеку применить, поскольку при обработке мы ее обезличиваем, соответственно, страха использования ее в каких-либо других целях, кроме как статистических, у населения есть такие страхи. Вот я хочу официально заявить, что этого допущено не будет, соответственно, автоматизированная система, она не позволяет это сделать. На сегодняшний день уже создана на территории региона комиссия по подготовке к переписи населения под председательством Марьям Амриевой. В нее входят представители всех ведомств, министерств и руководители местных администраций. В Ингушетии сформирован и 121 регистраторский участок. В регионе также проходила работа по проверке наличия улиц и домов по спискам. Проведена актуализация базы АСВПН, есть такая база адресная. Мы провели актуализацию, то есть удалили из этой базы двойники, либо дома, которые уже снесены, вновь выявленные объекты туда внесли, максимально актуализировали базу. На сегодняшний день она
является, на мой взгляд, актуальной. Но мы дополнительно направили в администрации муниципального городов и районов эти картматериалы для того, чтобы они свои замечания и предложения по данному вопросу, рассмотрев. Традиционный подомовой обход, как и прежде, остается. На руках у каждого переписчика будут удостоверения, паспорт и новые электронные планшеты, что существенно упростит им работу. Набирать добровольцев будут через центры занятости, учебные заведения и другие организации. Также желающий может сам обратиться в Северокавказстат в Магасе. Основной акцент будут делать на студентов. Также на планшетах будут установлены цифровые карты для удобства передвижения. Всего в регионе будет около 1000 переписчиков, за каждым из которых закрепит 550 домов. Мы будем получать информацию оперативно, с учетом того, что будут использоваться планшетные компьютеры, в которые будут уже карты встроены, и мы можем автоматически выгружать информацию, которую получают переписчики, и даже более того, мы можем через систему ГЛОНАСС контролировать, где в конкретный момент находится переписчик и какой работой он занят. Тот, кто не хочет принимать у себя дома переписчиков или не особо дружит с технологиями, но желает принять участие в переписи, может заполнить анкету на специальных стационарных участках. Но сейчас, в связи с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, возникает вопрос, а не станет ли он причиной срыва планов по переписи населения? Как отмечает ведомство, на сегодняшний день ситуация в стране с пандемией находится на контроле правительства, и причин по отмене переписи нет. К тому же пройти ее, как говорилось ранее, можно и в онлайн-режиме. В свою очередь, специалисты Северокавказстата принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность персонала на рабочем месте. Со своей стороны мы у себя проводим уже, начиная с 6 марта, все мероприятия здесь по организации Северокавказстата на территории Республики Ингушетия в целом. И Северокавказстата проводит мероприятия по противодействию распространению коронавируса. У нас каждые 2 часа проводится обработка в помещении. У нас ограничен доступ в здание, то есть мы создали условия приемки посетителей на 1-м этаже для избежания, сокращения, так скажем, контакта. По итогам ведомства с января этого года на территории республики насчитывается 507 057 человек. Но это не окончательная цифра. Более точные данные будут получены только после переписи. Она пройдет в стране с 1 по 31 октября. Ее предварительные итоги будут известны в первом полугодии 2021, окончательные в 2022 году. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24. День возвращения в родную гавань. Сегодня жители Крыма отмечают 6-ю годовщину исторического воссоединения с Россией. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Как происходило это историческое событие и что связывает Ингушетию с Крымом, расскажет Зелимхан Калоев. Шесть лет как один. Историческая дата. Очередная годовщина со дня возвращения в состав России. На референдуме, который прошел в марте 2014 года, 97% жителей проголосовали за воссоединение. И не пожалели. Таких масштабных изменений в регионе не было никогда. Новые школы, аэропорт, дома, дороги, мосты. Для жителей полуострова изменилось многое. Мечта столетий стала реальностью еще в первую пятилетку. Крымский мост, 19 километров, связавший 2 берега Керченского пролива. Теперь он самый протяженный не только в России, но и в мире. Это главный символ российского Крыма. Белоснежные арки, словно парадный вход, точнее въезд на полуостров. Торжественная церемония, во время которой президент подписал договор с руководством полуострова о принятии в состав страны 2 новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, состоялась 18 марта в Георгиевском зале Кремля. Это событие вошло в историю России как одно из знаковых. Позже, выступая перед собравшимися на митинге в Москве, Владимир Путин отметил, что этот день можно считать одним из самых радостных и светлых праздников. Уважаемые граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию.
Не только словом, но и делом поддержала в то непростое время Ингушетия жителей нового субъекта Российской Федерации. В Крым из нашей республики были отправлены сотни тонн гуманитарного груза, мука, сахар, лекарства и даже детские игрушки. На призыв региональных властей помочь крымчанам откликнулись практически все жители региона и успешные бизнесмены. Сегодня наши два региона связывают тесные дружеские отношения, которые способствуют налаживанию торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества. Из года в год один из санаториев на берегу Черного моря посещают несколько сотен ингушских школьников. Ребята не только отдыхают, но и ходят на экскурсии по местам боевой и воинской славы, а также посещают город-герой Севастополь. Зелимхан Калоев, Светлана Томова, Хади Калоева, Аслан Хамхоев. Новости 24. В Министерстве труда региона подвели итоги работы за 2019 год. Реализация национального проекта, исполнение задач, поставленных президентом страны, социальные выплаты и воплощение в жизнь регионального проекта «Старшее поколение». Исполнено и предстоящей работы много. Подробности в сюжете. Согласно посланию президента России, планируется установить ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Для этого необходимо на региональном уровне подготовить и принять целый ряд нормативно-правовых актов, обозначил в своем докладе Адам Хашагульгов. Подводя итоги работы Министерства труда, занятости и социального развития республики в 2019 году, он также рассказал и о задачах на текущий год. На федеральном уровне нет нормативно-правового акта, но тем не менее нами уже подготовлен проект закона, проект постановления и административного регламента. После того, как на федеральном уровне будет уже указ президента Российской Федерации, мы уже, соответственно, уже запустим процедуру согласования с заинтересованным министерством ведомства данного нормативного акта. Вместе с тем, с 2019 года в Ингушетии действует региональный проект «Старшее поколение», предусматривающий реализацию системной поддержки пожилых людей, а это повышение качества и обеспечение им полноценной жизни. Также в своем докладе Адам Хашагульгов рассказал о системе социального обслуживания министерства, работа которого заключается в предоставлении услуг инвалидам и людям пожилого возраста, семьям и детям, в осуществлении социальной адаптации или реабилитации лиц, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» министерством проведены мероприятия по профобучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности. В 2019 году завершили обучение лиц предпенсионного возраста в количестве 133 человек, что составило 137% от планового показателя. В текущем году эта работа будет продолжена. Заместитель министра труда Хаджибекер Муталиев в своем докладе рассказал об установленных законодательством социальных выплатах, пособиях и компенсациях различным категориям граждан. Так, общая сумма за отчетный период произведенных выплат составила более 2 миллиардов 400 миллионов рублей. В соответствии с федеральным законом об иммунопрофилактике реализована ежемесячная компенсация детям, имеющим поствакцинальное осложнение в размере 128 тысяч рублей. Также проведены в полном объеме выплаты в части предоставления мер социальной поддержки по оплате, не в полном объеме, а предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным гражданам, ветеранам труда, работающим, проживающим в сельской местности специалистам, многодетным семьям в сумме 67 миллионов 673 миллиона 596 тысяч рублей. Состояние производственного травматизма и профзаболеваемости в 2019 году, согласно докладу Хосмагомеда Нальгиева, характеризуется следующими данными. Расследовано 10 несчастных случаев, один из которых со смертельным исходом. По сравнению с аналогичным периодом за 2018 год, эта цифра уменьшилась в 2 раза. Уже возвращаясь к теме обсуждения регионального проекта «Старшее поколение», Мадина Мацеева рассказала о проделанной работе в обучении граждан пенсионного возраста. 97 человек. Это был контрольный показатель, к которому мы должны были прийти в 2019 году. Но мы этот показатель выполнили на 133%. То есть это меры упреждающие, чтобы предотвратить высвобождение, чтобы из-за низкой квалификации эту категорию граждан сохранить на своих рабочих местах. Нам это удалось сделать. В завершении встречи и подведении итогов работы были озвучены и некоторые трудности в выполнении предстоящих задач на текущий год, о которых осведомлена и Марьям Амриева, исполняющая обязанности заместителя председателя правительства. Она выразила надежду на скорейшее устранение недостатков. Также отметила, что министерство является координирующим органом, направленным на благополучие граждан, поэтому и ответственный подход просто необходим. Тамара Хашагульгова, Адам Мережков, Джамалил Тамасханов, Новости 24.
Личные вещи героя-воина, участника Кушкинской битвы 1885 года Тимурко Банхаева отныне будут храниться в Музее краеведения в Назране. Бесценные семейные реликвии, собранные на протяжении многих лет, в дар музею передали потомки. С экспонатами ознакомилась Хава Гагиева. На стенде представлена копия шашки, которой был награжден Тимурко Банхаев. А еще фотографии, пожелтевшие письма и черкеска отважного героя. Это драгоценные семейные реликвии, которые Мухаммед Банхаев и Ибрагим Плиев хранят не одно столетие. Героическую историю прадедов они собирали годами, каждый свою. Их предки были участниками Кушкинской битвы под командованием генерал-лейтенанта Александра Комарова. Лишь взглянув на эти предметы, можно представить, кем был их владелец и каким событиям оказался причастным. Он уже был приближен к командующему войсками Закаспийской области генералу Комарову. В это же время там же служил еще юнкер милиции Пацо Плиев. Вместе они оказались два ингуша, которым генерал Комаров доверял, наверное, потому что, в принципе, от них очень вроде, они были личными ординарцами, но от них зависело очень много, в том числе даже в бою его жизнь конкретно, Комарова, потому что это два человека, которые находились рядом с ним всегда. Тимурко Пажи Банхаев родился 17 октября 1858 года. Обучался в Назрановской горской школе за отличную нравственность и любовь к наукам. Письмом от 27 августа 1871 года был направлен на учебу в Первое Владикавказское реальное училище. В 1878 году он поступил на службу в Закаспийскую область. Поехал как вольно определяющийся. Там он был грамотный, уже имел 2 образования, школу и училище закончил. Его направили в военное училище Тифлисское, которое он закончил в 1881 году и дальше служил при штабе Закаспийской области. Бой на Кушке – это 1840 человек пехоты, 500 конных при 4 орудиях для защиты. Боевое столкновение, которое произошло 18 марта 1885 года. Казалось бы, небольшое сражение, однако сыграло огромную роль в российско-британских отношениях. Весь этот бой имел очень большое отражение в прессе тогда. Здесь на выставке представлены газеты. Здесь в экспозиции есть фотографии мест, старые фотографии мест этого сражения, современные фотографии из Туркмении, рисунки, фотографии, которые отражают сами эти события, трофеи. Там приведены старые открытки из Ашхабада, на которых стоят захваченные 8 орудий в бою. 135 лет, именно столько прошло со знаменательного события. Свидетелей той битвы нет среди нас уже давно. Память о них хранят только учебники истории и верные потомки храбрых воинов, стойких и мужественных. В этом бою наши земляки и родственники получили высокие награды. Тимурко Банхаев был награжден аннинским оружием. Это сабля со знаком ордена Святой Анны 4 степени, надписью «За храбрость». Здесь представлена ее копия. Пацо Плиев был награжден знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4 степени. Здесь тоже удалось найти в Российском государственном историческом архиве копию его наградного листа. Там указано за мужество и храбрость, оказанные у моста Таш-Кипри, в сражении у Таш-Кипри. Для Банхаевых и Плиевых передача семейных предметов – это патриотический жест и признание того, что заслуги их предков являются достоянием всего ингушского народа. Кстати, дату для выставки выбрали не случайно. 250-летию вхождения Ингушетии в состав России, единения с Россией, мы готовили несколько выставок. И одна из очередных выставок – это выставка, посвященная бою при реке Кушки. Почему мы ее включили? Потому что это одна из тех битв, которые, как и сражение наших людей и охрана наших людей южных границ на Кавказе Российской империи, тогда была той самой битвой, которая поставила точку в споре за преобладание, за влияние в Средней Азии, в этом районе, между Великобританией и
Россией. Несмотря на введение карантина в республике, посмотреть на экспонаты все же можно. На официальном сайте музея будут выставлены фотографии, и каждый желающий может взглянуть на немых свидетелей прошлого. Хава Гагиева, Маирбек Миржоев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.